Футболисты немецкой Баварии одержали победу над испанской Севильей в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Будапеште на стадионе Пушкаш-Арена и завершилась со счетом 2-1. В основное время команды обменялись по одному забитому мячу. В составе баварцев гол забил Леон Горецко, а у испанцев отличился Лукас Окампос. Победный результативный удар на 104-й минуте встречи нанес Хави Мартинес. Бавария в 5-й раз принимала участие в матче за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевала трофей. Напомним, в прошлом сезоне немецкий клуб в 6-й раз выиграл Лигу чемпионов, а Севилья в 6-й раз завоевала Лигу Европы, что является рекордным показателем турнира. Футбольный клуб Ростов на своем поле со счетом 1-2 уступил израильскому Маккаби в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вылетел из турнира. В составе победителей взятие ворот провели Никита Рукавица и Мохаммад Абу-Фани. Единственный мяч россиян забил Элдор Шамуродов. В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы Маккаби сыграет с английским Тоттенхэмом. Ранее другой российский клуб «Московская Динамо» также не смог пройти квалификационный раунд, уступив грузинскому «Локомотиву». Таким образом, Россию в основном раунде Лиги Европы представит только столичный ЦСКА, получивший прямую путевку в групповой этап. Заброшенная шайба и результативная передача Никиты Кучерова помогли Тампе выиграть у Далласа в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-2. В составе Тампы помимо российского нападающего взятия ворот провели Стивен Стемкос, Виктор Хедман, Брэндон Пойнт и Андрей Палат. У проигравших отличились Джейсон Диккинсон и Миро Хескайнен. Никита Кучеров продолжает удерживать первую строчку в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф. На счету россиянина 7 заброшенных шайб и 23 ассиста. Тампа повела в серии со счетом 2-1. Следующий матч противостояния пройдет 27 сентября. Хоккеисты московского ЦСКА обыграли череповецкую «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-0. В составе победителей дубль оформил Максим Шалунов. По одной шайбе забросили Константин Акулов, Артем Блажиевский и Максим Мамин. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 13 очков. «Северсталь» располагается на 5-й позиции, набрав 9 пунктов. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с хельсинским «Йокеритом», а «Северсталь» на своем льду примет казанский «Акбарс». Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от серба Душана Лайовича в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Гамбурге. Встреча завершилась со счетом 6-1, 6-2 в пользу 30-летнего серба. Хачанов был посеян на турнире под 8-м номером. В данный момент он располагается на 16-й строке в рейтинге ATP. На его счету 4 победы на турнирах под эгидой данной организации. Лучшим показателем россиянина на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал открытого чемпионата Франции. Итоги турнира в Гамбурге будут подведены 27 сентября. Перейдем к событиям якутского спорта. Сборная Северо-Восточного федерального университета сыграет в полуфинале проекта «Мини-футбол в вузы» с командой Нижегородского государственного университета. В Нижнем Новгороде завершился групповой этап Золотой лиги, самых престижных соревнований среди студенческих команд. В плей-офф якутяне вышли со второго места группы, одержав 3 победы и потерпев 1 поражение. Напомним, сборная Северо-Восточного федерального университета трижды становилась призером данного турнира, 2 раза завоевав бронзовые медали и 1 раз серебряные награды. Футбольный клуб якутянина узнает соперника по групповой стадии юношеской лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 1 октября. Команды будут поделены на 8 групп, победители которых напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие вторые места, спорят право продолжить борьбу за трофей в стыковых матчах. Напомним, Россию на этом турнире представит московская Чертанова, в составе которой играет якутянин Артем Соколов. В минувшем сезоне полузащитник стал чемпионом юношеской футбольной лиги России, а также был признан лучшим игроком турнира. Матчи первого тура группового этапа юношеской лиги чемпионов состоятся 21 октября. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!